Беспрецедентный случай в организации административно-территориального устройства жителей Артанахаринского наслега Ленского района в 5-й раз обратились в парламент региона с требованием разграничить территорию. Базовый или профильный выпускники школ в этом году могут сдать ЕГЭ по математике только одного уровня. Как готовились и завоевывали медали якутские борцы-призеры Гран-при Иван Ярыгин-2019, встретились с журналистами. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Сегодня началось очередное заседание Госсобрания Илтумен. Первым вопросом депутаты рассмотрели проект постановления парламента об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй. С докладом о проделанной работе компании «Алроса» работе выступил первый заместитель генерального директора Игорь Соболев. «Алроса» увеличила пропускную способность талых и паводковых вод со 160 кубов в час до 250. Также компания организовала обследование всех 15 гидротехнических сооружений, которые не вошли в реестр контрольных работ. В части обещания выплаты и компенсации расходов населенных пунктов для обеспечения чистой водой населения Игорь Соболев отметил, что все обещания компания выполнила. Общая сумма выплат составила 49 миллионов рублей. В свою очередь депутаты отметили, что загрязнение рек Ири, Лях, Малая Бутуобия и Вилюй показало недостаточную эффективность и отсутствие очистных сооружений в населенных пунктах Вилюйской группы районов. Парламентарии внесли рекомендации о необходимости альтернативных источников питьевой воды в населенных пунктах вдоль рек, подверженных техногенному воздействию. Состоялось бурное обсуждение. Все члены фракций, всех 4 парламентских фракций выступили, задали вопросы, приняли участие от имени руководства акционерной компании «Алроса» Игорь Витальевич Соболев. Парламент доволен теми рекомендациями, которые приняты. Наша задача сегодня принять на контроль исполнение этих поручений, которые адресованы не только акционерной компании «Алроса», правительству Республики Саха-Якутия. От содержательности исполнения этих поручений будет зависеть, как мы сможем минимизировать последствия аварии, которая состоялась в августе 2018 года. Беспрецедентный случай в организации административно-территориального устройства Ленского района. Жители Артанахаринского наслега в 5-й раз обратились в парламент региона с требованием принять закон о разграничении своей территории. Проще говоря, они хотят на законодательном уровне определить свои новые границы, ссылаясь на восстановление исторической справедливости и возврате принадлежащих им земель. Только вот площадь их постоянно меняется, и у жителей района возникает вопрос, зачем наслегу с населением менее 700 человек столько земли. В причинах пытались разобраться общественники района. Подробности далее. Инициатива жителей Артанахаринского наслега вызвала небывалый резонанс. Они хотят узаконить новые границы территории. А это 27,5 тысяч квадратных километров, то есть треть всего района. К тому же с расположенным на нем Черендинским нефтегазоконденсатным месторождением. Вопрос давний. Впервые его подняли еще в 2004 году. Законопроект рассматривали в Илтумен уже 4 раза. И каждый раз жители просили отвести им все больше земли. Члены общественного совета района решили поставить точку в вопросе и пригласили за стол переговоров представителей общественности и муниципальных властей. На сегодняшний день считаем, что нужно нам ситуацию детально проанализировать, выявить законодательные моменты проведения этой процедуры, понять, какие последствия могут иметь для этого и бюджет республики, бюджет района, бюджет Артанахаринского наслега, изменения в социально-экономической программе Ленского района. Сами артанахаринцы совещание проигнорировали, но заседание все же состоялось. Свою точку зрения высказали общественные деятели республики и района, депутаты, старейшины, главы муниципалитетов и жители. Большинство выступили против новой инициативы. Мы в декабре месяце прошлого года, в 2018 году, ездили и задавали вопрос жителям наслега. А что вас в первую очередь все-таки интересует? Деньги или земля? То есть, что именно, за что, почему вы хотите именно 27 тысяч, почему не соглашаетесь с 12 тысячами километров? То есть там присутствуют как и водные ресурсы, и пастбища, и земли, где можно выращивать культуры. То есть ответ четкий мы не получили. Если законопроект одобрят, бюджет района потеряет налоговые поступления от недропользователя. В казну Артанахаринского наслега уйдут более 135 миллионов рублей.
Как следствие, жители других наслегов недополучат от района средства на социально-экономическое развитие. И наверняка останутся недовольны разницей в доходах на душу населения. Сегодня он составляет почти 39,5 тысяч рублей, тогда как в Артанахаринском наслеге этот показатель может вырасти до 197 тысяч. Что это даст для района? Опять-таки, ничего. Абсолютно. Поднимаем бурю в стакане. И если сегодня проблемы, вот просьбу Артанахара удовлетворить, это что как? Какое-то отдельное перо из хвоста фазана выдернуть? Почему Артанахар вот так пойдет? А чем хуже талон, чем хуже Белидуй? Поэтому мое предложение референдум провести, отклонить просьбу артанахаринских товарищей. Заседание прошло бурно, мнения были разные. В итоге решили, члены общественного совета совместно с районными депутатами в ближайшее время поедут в Артанахар для переговоров с жителями. Если договориться не удастся, депутаты инициируют проведение референдума. Только так, по их мнению, можно поставить точку в долгом противостоянии. Ведь год консолидации, объявленный главой Якутии, должен объединять, а не наоборот. Алла Авдеева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Пайщики дома по улице Строда в Якутске уже 2 года не могут получить свои квартиры в собственность. Новостройку должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году. Проблема в том, что часть многоэтажки стали строить на земельном участке, который принадлежит другому собственнику. С ним была письменная договоренность. В дальнейшем же собственник части земли, на которой велась стройка, изменил свои условия, в результате чего начались судебные тяжбы. Согласно договору, должны были передать 2 квартиры. Стоимость идет порядка 10 миллионов. В дальнейшем владелец участка изменил свое мнение и назвал сумму 36 миллионов. Разрешение на строительство у нас было отозвано, на строительство 3-го подъезда. Из-за этого у нас, пока вопрос не был решен, строительство затянулось. Тем временем прокуратура Нерюнгри рассмотрела обращение жителя с ограниченными возможностями здоровья по факту непредоставления муниципальным образованием жилого помещения на основании договора социального найма. По результатам проверки в муниципальном образовании выявили нарушение жилищных прав людей с инвалидностью, в связи с чем прокуратура города направила в суд исковое заявление о возложении муниципальным образованием обязанности предоставить жилое помещение заявителю. Решением суда отказано в удовлетворении исковых требований прокурора. На основании апелляционного представления прокурора судебная коллегия по гражданским делам Республики Саха-Якутия решение Нерюнгринского суда отменено, апелляционное представление удовлетворено. Исполнение решения суда поставлено на контроль в прокуратуре города. У 11-классников осталось всего 2 дня, чтобы окончательно определиться с предметами, по которым предстоит сдавать экзамены. Множество вопросов вызывает математика. Нововведение в ЕГЭ ставят на выбор жесткие ограничения. В этом году можно сдавать либо базовый, либо профильный уровень. Насколько обескуражены школьники, узнали наши корреспонденты. Какой уровень единого госэкзамена по математике сдавать? Некоторых 11-классников этот вопрос ставит в тупик. Согласно нововведениям 2019-го, выбрать для сдачи можно один из уровней – или базовый, или профильный. Так в Алданском районе 11 класс заканчивают 272 человека. Из них 112 будут сдавать профиль. Математика базовый уровень предполагается для поступления в среднее профессиональное образовательное учреждение, а математика профиль для поступления по высшим программам. С выбором предметов для сдачи экзаменов большинство выпускников определились давно. Гуманитарии в основной массе не стали задумываться о возможности усиленной подготовки. Для поступления математика многим вообще не понадобится. Ребят, собирающихся связать профессию с точными науками, нововведения также не обескуражили. Решение математических задач профильного уровня они начали задолго до экзамена. Изначально в институте требуется для поступления. Нормальная подготовка, на 4 пишу профиль. На распутье встали те ребята, которые с выбором вуза не определились. Школьники, решившие связать профессию с естественно-научной и социальной сферами, также задаются вопросом, какая математика понадобится. Профиль, конечно, сложнее.
я все-таки выбрал базовый. В выпускном классе школы номер 2 профильный уровень математики будут сдавать 5 человек. Остальные юноши и девушки выбрали базу. Высшая сложность царицы наук для поступления им не пригодится. Впрочем, нововведения заставили ребят еще раз взвесить все за и против. В какой-то степени, наверное, немножко насторожило. Неожиданно было. Но, тем не менее, они выбор свой сделали и остались на той же точке зрения, что нужно сдавать профиль. В свете нововведений педагоги советуют ребятам выбирать профильный уровень. Недостаточным или лишним он в любом случае не будет. Не помешает и усиленная подготовка к выпускным испытаниям. А единый госэкзамен базового уровня по математике можно сдать в любой резервный день. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Якутские борцы, призеры международного турнира по вольной борьбе Golden Гран-при Иван Ирыгин-2019 встретились с журналистами. Серебряный призер Николай Охлопков, выступающий за сборную Румынии, и бронзовый призер Эдуард Григорьев рассказали, как проходила подготовка к турниру и поделились впечатлениями об итогах соревнований. Напомню, что Николай Охлопков и Эдуард Григорьев встречались в полуфинале Ирыгинского турнира в весовой категории 61 килограмм. Тогда со счетом 5-12 победу одержал Охлопков, а в финале якутский легионер сборной Румынии уступил дагестанцу Магомеду Расулу Идрисову и стал серебряным призером турнира. А Эдуард Григорьев в борьбе за бронзовую медаль одержал верх над монголом Чинзаригом Цирма. Эдик должен участвовать на Кубке мира в марте 15-17 здесь в Якутске. Такие планы. И для этого сейчас 6 будет в Сочи сборы. Там старшие тренера по сборным посмотрят и решат, как вступить. К этой минуте у меня все новости. Оставайтесь с нами.